Это программа «Актуальное интервью», в студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. Сегодня гость нашей программы – доктор технических наук, профессор, президент Академии наук Якутии, член-корреспондент Российской академии наук Василий Филиппов. Василий Васильевич, здравствуйте. Доброе утро. Наука считается движущей силой социально-экономического развития. Накануне Дня российской науки, который отмечается в нашей стране ежегодно 8 февраля, хотелось бы у вас узнать, какие задачи стоят сегодня перед российской наукой? Стоят очень масштабные задачи в соответствии с теми поручениями и установками, которые даны главой государства. Мы имеем два стратегических, очень важных документа. Это национальный проект «Наука». Вы знаете, что в майском указе 2018 года всего 12 национальных проектов, один из них – проект «Наука». И второй документ – это стратегия научно-технологического развития Российской Федерации. И ни много ни мало поставлена задача перед российской наукой добиться того, чтобы российская наука вошла в пятерку лучших мировых наук земного шара. Ни много ни мало. Как этого достичь? Первое – это организация 15 научно-образовательных центров мирового уровня, идея которых состоит в том, чтобы интегрировать, соединить, скооперировать силы академической науки, науки высшего образования и реального сектора экономики, то есть технологических или индустриальных партнеров. Следующее. Создаются разного сорта центры мирового уровня, прежде всего математические центры мирового уровня. Они уже начали создаваться в нашей стране. И мировой уровень должен быть достигнут учеными Российской Федерации прежде всего по основным приоритетным 7 направлениям, которые указаны в стратегии научно-технологического развития. И, конечно же, это увязывается с развитием инфраструктуры, приборной базы, материально-технической базы, покупки нового оборудования. И, конечно же, это реализация в рамках этих стратегий кадровой, одной из самых серьезнейших проблем 90-е годы. Утечка умов из научной сферы была глобальной. Но есть на пути и трудности большие для реализации поставленных задач. Это прежде всего сжатие, будем говорить, инновационного цикла. То есть от получения нового знания до внедрения, до новой технологии сокращается динамичное время. Раньше 10 лет, сегодня требуется 2-3 года. Размывание междисциплинарных дисциплин. Ученые имели возможность раньше по узкой тематике десятилетиями работать и получать новые знания. А теперь все на междисциплинарном уровне. Начнем, допустим, изучать мерзлоту, а там надо знать и теплофизический процесс, использовать математическое моделирование. Тем более я не говорю о горной науке, геологических делах и о геофизике. То есть все делается на междисциплинарном уровне. Далее. Значит, конечно же, конкуренция за талантливых людей. Вы понимаете, нам сегодня предстоит в российской науке привлечь в науку, инженерию, технологическое предпринимательство молодые кадры, ибо они уходят в другие сферы. Ну, возьмем наших ученых. Многие аспиранты, которые были у нас, скажем, в точных науках, физике, математике, это без ППУ, в академических учреждениях, сегодня ушли в IT-технологии. Например, в Майтон. И мы сегодня и набор аспирантов в академических институтах делаем с большим трудом. И, наконец, конечно же, сказалось на ситуацию в российской науке и реформирование Российской академии наук, которая проходила с 2013 по 2017 годы. И надо сказать о том, что это реформирование по существу разделило Российскую академию наук и научные институты.
Академия наук превратилась в клуб член-корреспондентов и академиков, и научные институты встали под учредительство Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. То есть организационно они сегодня разобщены. Это, конечно, очень создает серьезные трудности. Но, конечно, вот эти трудности, о которых я говорю, они не избежали и нашей родной республики. Но то, что наука имеет, безусловно, большую значимость для нашей республики, мы видим и по важным решениям, которые принимаются в регионе на самом высоком уровне. В частности, совсем недавно глава Якутии утвердил новую государственную программу научно-технологического развития. Расскажите, о чем эта программа? Научная сфера республики исключительно, конечно, благодарна главе республики Саха-Якутия за этот документ. Государственное научно-технологическое развитие показало линию поведения нашей власти, особенно исполнительной. Для нас это очень важно и дает свежие силы для творческих изысканий. Что я хочу сказать? Что в содержательном плане эта государственная программа состоит из ряда пунктов. Напомню только несколько из них. Это координация научных исследований в соответствии с современными принципами организации науки и научно-технологического развития. Это превратить Якутию в регион конкурентоспособных исследований по наиболее актуальным направлениям. Какие же это актуальные направления? Приоритетные. Прежде всего, изучение изменений климата. Это рациональное природопользование. И, наконец, безопасность жизнедеятельности. Я не буду уточнять конкретно, но вы сами понимаете. Только аварийные ситуации и случаи в компании «Алроса», на Рижском никеле показали, что все-таки вопрос надежности, безопасной эксплуатации объектов, а их у нас много, а теперь появились нового типа объекты глобальные, например, трубопроводный транспорт. Возьмите ВСТО и, скажем, «Сила Сибири». Мы должны в условиях очень суровых трасс обеспечить их надежную, долгосрочную эксплуатацию. Это очень серьезная, не только практическая, но и научно-прикладная задача. Ну и, наконец, конечно, нам поручено образовать комплекс образования, наука, технологии, инновации и экономика. То есть в единый центр собрать науку и производство, чтобы они взаимодополняли друг друга, делали взаимные заказы, особенно со стороны реального сектора экономики. Кстати, в республике в этой части есть и опыт. Один из самых серьезных опытов – это работа под руководством Василия Моисеевича Ефимова в Институте физических проблем Севера, который как раз занимается системой, организацией системы, его внедрением на трассе Восточный Сибирь, Тихий океан и Сила Сибири по заказам такой крупной государственной корпорации, как Транснефть, и структурами публичного акционерного общества «Газпром». То есть такого сорта примеры, и я думаю, что мы этот путь будем расширять. Ну а если перейти к практике, то расскажите, какие самые значимые научные открытия или разработки были сделаны нашими учеными за последние годы? Чем можно гордиться? Да, надо сказать о том, что есть такие результаты, которые можно гордиться. Год 2020 в стране и в мире прошел под эгидой влияния ковида на нашу жизнь. И в этой ситуации у нас мы гордимся достижением Бориса Моисеевича Кишингольца, который разработал биотехнологию по активации на базе лишайника и карбамида препарат бетукладин, который оказался, как показали клинические испытания, очень эффективным профилактическим и реабилитирующим препаратом. И, конечно, это достижение. В
Второе, я бы остановился на сейсмогеодинамических исследованиях по сейсморайонированию южных и арктических регионов Якутии. Это достижение Южно-Якутского научного центра Академии наук и Института геологии, алмазов и благородных металлов. Наконец, в 2020 году мы приступили к изучению уникального уникального экспоната. Это шерстистого носорога, найденного в Обыйском районе. Это даст новые знания для палеонтологии, палеоэкологии, зоологии, геологии и так далее. Это достижение отдела мамонтовой фауны нашей Академии. Наконец, мы приступили к завершающему этапу по выходу для народа республики, для всех якутян, трехтомника истории Якутии. Сейчас завершается выход первого тома, второй и третий том появятся в первой половине 2021 года. И, конечно, к столетнему юбилею республики это будет серьезный подарок от научного сообщества, от наших гуманитариев. Но если говорить о движении вперед, то какие планы вы обозначаете перед собой в плане проведения научных исследований? Ведь Академия наук выступает как координатор выполнения научных исследований и научно-технических проектов в регионе. Прежде всего, это комплексные научные исследования по развитию производительных сил республики. Сейчас согласовано 23 темы, и они отвечают прямым образом на те 5 направлений, по которым работает или по которым разработан закон о стратегии развития, социально-экономического развития Якутии до 1932 года с целевым видением до 2050 года. И, конечно, мы будем развивать Норд-Север, территорию устойчивого развития. В 2020 году мы участвовали в конкурсе, но среди 20 конкурсантов мы не смогли попасть в 5 выигравших. Эта работа будет продолжаться. Об этом говорится в послании главы республики. И мы сейчас думаем о том, чтобы поднять Норд-Север до уровня межрегионального. Сейчас наши специалисты, например, работают с Красноярским Нордцем и Енисейская Сибирь. Наконец, комплексное исследование экологии бассейна реки Юлы. Это большая тема, финансируемая Алросой через Фонд будущих поколений. Наконец, мы разрабатываем энергетическую стратегию Якутии до 2032 года. Разворачиваются работы нового отдела Академии наук по математическому моделированию. Василий Васильевич, я благодарю вас за эту беседу. Спасибо, что ответили на наши вопросы. Всего вам самого доброго. Спасибо. Это была программа «Актуальное интервью». И в гостях у нас был доктор технических наук, профессор, президент Академии наук Якутии, член-корреспондент Российской академии наук Василий Филиппов. Берегите себя и своих близких. Обязательно носите маски и соблюдайте дистанцию в общественных местах. И не забывайте дезинфицировать руки. До встречи в эфире.